Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Как изменилось его отношение к вам, каким оно было в начале знакомства, ваших отношений и каково оно сейчас. Пожалуйста, если тема интересна, подумайте о своем любимом человеке. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Закройте глаза. Несколько раз позовите его по имени. Вы должны почувствовать его рядом. Мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Кто я была для тебя ранее и кем я стала сейчас? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же посмотрим, кем вы были для мужчины ранее, кем вы были для него ранее, кем стали для него сейчас. Так. Так, кем вы были для него ранее? Ранее вы были прекрасной девушкой, зажигалкой, желанной, манкой, сексуальной, привлекательной. Он мечтал о вас, он горел к вам, безумно горел. Сумасшедшее желание наполняло его сердце и делало его практически невменяемым. Знаете, вот он даже себя не контролировал. Когда он думал о вас, он не контролировал время. Он мог, я не знаю, там всю ночь напролет мечтать о вас. Он мог, там, не знаю, ехать в общественном транспорте, подумать о вас, забыться и проехать свою остановку. На работе он мог целый день там сидеть, смотреть на вашу фотографию и вообще ничего не делать, да, и не замечать того, что происходит вокруг. Человек был просто вами заворожен. Это именно магия, магия чувств, магия желания, магия наслаждений. Человек настолько сильно вас желал, что просто боялся иногда сорваться, просто там боялся, что я на нее накинусь, да, и никто меня не остановит. Знаете, сам себя боялся этих чувств, боялся этих эмоций. У него безумное именно сексуальное влечение было к вам. То есть вы его подцепили, скажем так, да, на что он клюнул, повелся, это именно на вашу внешнюю привлекательность, на вашу яркость, сексуальность, невероятную энергетику. У вас энергетика такая, знаете, она магнитит его, манит, притягивает. Вот самая желанная женщина. Вот до вас он никогда и представить себе не мог, что можно настолько сильно желать женщину. Вы были для него понятной. Вот его отношения к вам, его чувства к вам были понятными. То есть там никаких сложностей, все вроде как, да, 2, 4. То есть он для себя, вот прям для себя он обозначил, что ей там нужны подарки, цветочки, признания, поухаживаю, да, и она растает им не отдастся. То есть он вас, если честно, считал немножечко такой простоватой в этом плане, да, непритязательный, не какой-то там, ну, сложной, да, вот есть сложные девушки, есть простые. Вот ему казалось, что вы такая прям открытая, добродушная, и, ну, возможно, у него опыт был не очень, да, вот ему казалось, что куплю, люблю и полетели, да, и что с вами тоже такая ситуация прокатит. По крайней мере, возможно, там друзья его поддерживали, тоже ему там говорили, да, все они такие, да, им так, там подарки нужны, еще там что-то нужно, там, не знаю, денежку получишь, да, купишь ей что покрасивее, пригласишь в какое-нибудь там шикарное место, она и растает, да, и будет она твоя. Он, конечно же, надеялся на это, ему хотелось в это верить, ему не хотелось каких-то сложностей и проблем, хотелось верить, что все будет именно так, что все будет просто. Но чем больше он вас узнавал, тем больше менялось его мнение о вас, его впечатление о вас. Когда у вас с ним, смотрите, если у вас с ним был интим, то поверьте,
Это был просто взрыв. Взрыв, ядерный взрыв. У него внутри все несколько раз, я не знаю, там разорвалось, перевернулось, там, не знаю, там вышло и зашло. То есть разрыв шаблонов, просто вот даже его ожидания, предвкушения, вот самые смелые его фантазии не смогли даже, я не знаю, там 5% отразить то, что он почувствовал на самом деле по факту, когда был с вами именно в связи, в постели, в кровати. Для него это просто самый безумный, самый лучший. Вот здесь какая-то, знаете, как симбиоз какого-то яркого влечения, яркой эмоции, наслаждения, возбуждения, да, и очень тонкая грань, вот такой налет любви и нежности. То есть нечто неописуемое. Вот, да, я это, знаете, как я могу это почувствовать где-то вот немножечко. Вот даже мне сложно подобрать такие слова, чтобы описать, вот что мужчина чувствовал к вам. Это безумие. Безумие в чистом виде. И это безумие, оно его полностью оголяет, а с другой стороны это его очень сильно наполняет. То есть нечто невероятное. Если интима не было, мои девочки, он предвкушает, он просто, я не знаю, там завязал себе свою волшебную палочку на 10 узлов, очень сильно боится спугнуть этот момент, боится показаться там несдержанным, знает, что вы просто превратится в зверя, он на вас набросится, ну как голодный зверь. Вот такая ситуация может быть, и он этого очень сильно опасается, он себя пытается сдерживать, знаете, напускает на себя. Знаете, вот что я вижу? Он думает, когда он с вами, он там придумывает себе какие-то грустные истории, да, вплоть до того, что может сам себе, там, не знаю, там бубенцы перещемить, да, лишь бы ничего не выдало, то, что он к вам прям горит, безумно горит. Вот такой момент. Больше он с вами стал общаться, больше начал узнавать ваш мир, ваши ощущения, ваши мысли, ваши разговоры. Вы поражаете его. Он иногда с кем-то вот разговаривает, да, и сам с собой, кстати, разговаривает, и говорит, как это? Как это может быть? Объясните. Она и умница, и красавица. Она просто гениальная, да, вот вы его поражаете глубиной своих каких-то мыслей, изречений, мудрости какой-то, да, он смотрит на вас и думает, господи, ну, милейшее, добрейшее существо, прекраснейшее эфирное создание, фея, да, но откуда столько знаний, откуда столько глубины, вот вообще не может понять. Плюс, смотрите, есть такой момент, я вижу, что вы очень добросердечный человек, я не знаю, то ли вы волонтерите, то ли вы животным помогаете, я вижу, что вы любите и людей, и животных, вы всех любите. И вот он смотрит на вас, и он восхищается, вдохновляется и думает, ну как в такой маленькой девочке, женщине, да, так много любви, так много нежности, так много каких-то добрых эмоций, добрых посылов, да, вот как это все умещается в таком маленьком хрупком создании. Вот что он думает. Безумное восхищение. Просто, знаете, даже не то чтобы восхищение, а поклонение вашим качествам. Он снимает шляпу перед вами, понимаете, аплодирует стоя. То есть вы настолько сильно поменяли его кругозор, настолько сильно вы вот ему показали, что женщина не только может быть там красоткой и сексуальной, но еще и очень умной, очень доброй. Я даже не знаю, что сейчас для него самое главное. Знаете, ну здесь вот 3 ипостаси ваши. Смотрите, 3 ваших ипостаси. Это ваша сексуальность, это ваша доброта и это ваша чувственность. То есть, понимаете, кто вы для него? Вы для него вот 3 лика, да, 3 лика, даже больше. Вот она, вы смотрите, стоите вот такая как балерина, да, в красивом платье, с красивой прической, и вы вот что-то в руках вот ему там махаете. То есть вы его светоч, вы держите этот свет, который его наполняет. То есть мужчина, разрыв шаблонов, тут он даже не знает, как ему к вам относиться. Смотрите, он вам сердце свое дает, видите, он вам сердце свое дает, он готов отдать и душу, все что угодно. Но есть момент, который говорит «но». Это «но» заключается в том, что мужчина сдерживает себя, очень сильно сдерживает. Я вот постоянно, что в прошлом, что сейчас, вижу какой-то момент прям блокировки. Он себя блокирует, он себя сдерживает, он не дает себе полностью раскрыться в вашу сторону. То есть, да, где-то он себе там наступает на одно место. И делает он это, ну, периодично, причем периодичность очень такая, знаете, четкая. И чем дольше вы вместе, тем больше он, знаете, как холодеет к вам, да. То есть какой-то такой момент холодка. Вот я вам рассказываю, а вы скажете, да нет, да что, он вообще, да, он там холодный, там бурчит, мурчит, да, не поймешь, что он хочет. На самом деле мужчина просто боится.
Вот как хотите. Он просто боится вам показать свою слабину, он боится расслабиться, он боится, что он не сдержится, он боится, что, ну, скажет все, да. Ты моя богиня, моя жизнь принадлежит тебе без остатка. Вот что хочешь. Вот тебе сердце, вот душа. Хочешь там, я не знаю, режь, топчи, продавай. Что хочешь делать с этим? Он этого боится. Он боится потерять себя. Боится потерять контроль над собой. Вот этот момент происходит. То есть здесь ему реально очень тяжело. Тяжело ему дается этот момент. Знаете, я вижу его страхи, я вижу его переживания. Мужчина, конечно, выглядит суровым, он выглядит, ну, таким, знаете, либо пофигист, либо такой, знаете, вот не поймешь, что у него на уме. Но при этом очень тонкая, ранимая душа. При этом он поэт, при этом он романтик, при этом он готов, я не знаю, там, наслаждаться, воспевать, думать, мечтать о вас. У него в голове только лишь одно: вы самый прекрасный и ясный бриллиант, сапфир его жизни, понимаете? Вы так, самая большая ценность. Ну как, что еще можно сказать? Вы его самая большая ценность, вы для него все. Почему-то вот ему кажется, что вы друг другу по судьбе, что вы дар небес, что вы счастье, свалившееся ему на голову, что чем больше он вас узнает, тем больше он вас любит, тем больше он вас ценит, что вы из женщины, которая вызывала в нем просто зверя, безумные фантазии эротического характера, сейчас превратились, я не знаю, в его ангела-хранителя, в его фею, в его богиню, понимаете? То есть просто диаметральная смена ориентира у мужчины произошла, разрыв его шаблона. Он никогда до вас не догадывался, что женщины могут быть такими уникальными, что они добрые, ласковые. Причем, вот смотрите, здесь огонь, здесь горит огромный пожар его души, а вот она вы. Вы, которая, во-первых, с одной стороны разжигает этот пожар все выше, больше, а с другой стороны может его затушить. Понимаете, вот такой момент происходит. Кто вы для него? Вот якорь. Вы его заякорили во всех смыслах слова. Что думает о вас? Да то, что одна мечта — это сесть с вами в одну лодочку и поплыть к берегам счастья. Понимаете, быть с вами вместе всегда. Кто вы стали для него? Вы та, которую невозможно ни на кого променять, заменить. Вы та, от которой невозможно отказаться. Вы являетесь хозяйкой его сердца и его души. Вот такая ситуация. Мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.